взяла в плен ее и также одну сотрудницу посольства. Сейчас мы знаем их местоположение. Они находятся вот в этом здании. Спасение заложников и ликвидация террористов. Второстепенной задачей будет зачистить все это здание от боевиков. Группе необходимо освободить всех, кого удерживают террористы, и эвакуировать их в безопасное место, не допуская смертельного исхода. Это, конечно, все игры за спасенных заложников, убитых террористов и уцелевших участников, начисляются плюсы и бонусы. Военно-тактические игры, в которых участвуют 10 команд из Кыргызстана и ближнего зарубежья, проходят в республике ежегодно и всегда с большим размахом. Место проведения – загородный полигон. Были случаи использования реальных вертолетов и бронетехники. Организаторы – Федерация военно-тактических игр Кыргызстана. У нас турнир, это, получается, ежегодный, проходит, получается, с 2023 года. Турнир проводится при поддержке Министерства обороны и в содействии с Федерацией военно-тактических игр Кыргызстана. Основная цель – это патриотическое воспитание молодежи. Мы демонстрируем, как можно весело провести время, воспитываем соревновательный дух. Это игра на честность, все соревнования также на честность идут. То есть каждый игрок берет на себя ответственность перед другими игроками, что он в случае попадения сознается, потому что мы же не краской стреляем, а шариками. Соответственно, не всегда видишь, попал ты или не попал. В Кыргызстане страйкбол начал активно развиваться с 2008 года. В его основе использование внешне схожей с боевыми прототипами пневматики. Игроки используют тактическое снаряжение, камуфляжную форму, разгрузочные системы, защиту для глаз и лица. Хобби это, прямо сказать, не из дешевых. Вот команда из Казахстана демонстрирует свое снаряжение. Все, что вы видите на нем, то есть все функциональные элементы, примерно все вместе выходит около $800. Это только бронежилет. Шлем кевларовый, тоже боевой, как положено, держит пули 9-миллиметровые, около $200. Вот. Форма фирмы американской Cry Precision, комплект формы, верх-вниз, наколенники, иные там элементы защиты, около $500. А это команда Алга из Кыргызстана. До недавнего времени эта военно-тактическая игра для большинства участников была всего лишь увлечением без соревновательной и спортивной составляющей. Менің профессиям медик, врач, стоматологмын. Военный жақтан кафедраны бүткөм, военный билет бар. Бұл жаққа чисто хобби. Каждые 2 недели воскрескада вход, ойындар болып тұрады. И весной и осенью открытие-закрытие федерациядан болып тұрады. Организаторы состязаний стремятся поднять страйкбол на международный уровень с последующими признаниями его в республике официальным видом спорта. В будущем это даст возможность нынешним отечественным спортсменам формировать профессиональную сборную и представлять Кыргызстан на мировых турнирах.